дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо самимияти хос меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта бо хушнудӣ таъкид доштанд ки ҳар як вохӯрии ҷонибҳо ва муҳокимаи робитаҳои дуҷониба барои таҳкими шарикии стратегии саҳмӣ босазо мегузорад. ҳамкории мутақобилан судманди Тоҷикистону Ӯзбекистон ба умумиятҳои ҳудудӣ, ҷуғрофию таърихӣ ва фарҳангии ду мамлакати ба ҳам дӯсту ҳамсоя асос ёфта таърихи чандин асра дорад. рушд ва таҳкими ҳамкории дуҷониба байни Тоҷикистону Ӯзбекистон на танҳо барои ояндаи халқҳои мо, балки барои таъмини сулҳу субот ва амният дар тамоми минтақа низ аҳамияти стратегӣ дорад, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Муҳтарам Шавкат Миромонович, хуш келибсиз, азиз дӯстлар. Дӯстон ва меҳмонони азиз, хуш омадед. Шуморо бо камоли самимият ба қасри Арбоб дар вилояти Суд хайрамақдам мегӯям. имрӯз барҳақ мо шоҳиди рӯйдоди таърихӣ ҳастем. дар таърихи муосири муносибатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бори аввал аст ки роҳбари давлати ба мо ҳамсояи бародар Ӯзбекистон ба шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ташриф овард. قابل ذکر است که سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان برادر من و کشور ما در عرفه 30 سالگی استقلالی دولت‌های ما صورت می‌گیرد. با استفاده از فرصت مناسب در شخصیت شما برادر عزیز شوکت میرامانویچ گرامی تمام مردم شریف ازبکستان برادر را با این جشن تاریخی صدقاً مبارکباد میگویم. Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие гости, искренне приветствую вас во Дворце культуры Арбоб Сагдийской области. Сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Впервые в новейшей истории таджикско-узбекских отношений руководитель соседнего дружественного Узбекистана находится в древнем городе Худжан. Знаменательно и то, что официальный визит президента Республики Узбекистан проходит в год 30-летия государственной независимости наших стран. Пользуясь возможностью в вашем лице, дорогой Шавкат Миромонович, хотел бы искренне поздравить благородный народ братского Узбекистана с этим историческим юбилеем. Государственная независимость досталась народу Таджикистана нелегко. Народ Таджикистана никогда не забудет трагедию гражданского противостояния, с которой столкнулась наша страна в первые годы государственной независимости. Оно привело к огромным разрушениям и лишениям. Как известно, именно во Дворце культуры Арбоб произошли события, сыгравшие историческую роль в становлении нового суверенного и независимого Таджикистана. Именно здесь были приняты решения, заложившие основы таджикской государственности. В стенах этого дворца был взят курс на прекращение гражданской войны и национального примирения. Весьма символично, что сегодня в этом историческом здании, которое является
воплощение мира, согласия и созидания, мы с моим дорогим другом и братом, уважаемым Шавкатом Мирамоновичем Мирзияевым, проводим встречу с активными представителями общественности, научной и творческой интеллигенции Сагдийской области. Убежден, что результаты нынешнего официального визита президента Республики Узбекистан значительно укрепят надежный фундамент таджикско-узбекских отношений, дружбы и стратегического партнерства. Между Таджикистаном и Узбекистаном существуют доверительные отношения, которые позволяют нам планомерно развивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Особо стоит отметить высокий уровень взаимодействия в расширении связи между регионами, а также приграничными районами двух стран, в том числе Сагдийской области. В этом контексте хотел бы от имени жителей Сагдийской области выразить признательность уважаемому Шавкату Мирамоновичу за его большой вклад в дело создания условий для свободного перемещения людей и товаров между нашими странами. Я проинформировал Шавката Мирамоновича до пандемии 1919 года 3 миллиона населения, слушайте, почти 50 на 50. 1,5 миллиона наших граждан посещали Узбекистан и 1,5 миллиона населения жителей Узбекистана приехали в Таджикистан. 3 миллиона. Сколько родственных связей. Не просто приезжают, а приезжают многие к своим родственникам, друзьям, уходят. Я думаю, что переживем и ковид, пандемию, она уже проходит. И скоро все это возобновится. Благодаря политической воле Шавката Мирамоновича 17 пропускных пунктов были открыты одновременно. Годами наши народы ждали этого момента. Мы очень благодарны. Спасибо. Рамат. Если вчера вы внимательно слушали по телевидению, была прямая трансляция выступления моего брата и друга Шавката Мирамоновича. Он высказал, я бы сказал, очень исторические и знаменитые слова о дружбе, о близости между таджиками и узбеками. Вы слушали вчера? Даже смотрите его сегодня. Вчера, до нашего приезда вечером, вчера 1,5 часа шел дождь в Хадженте. В Хадженте редко бывает даже зимой дождь или весной. А летом где 45 градусов. Два дня тому назад 40 градусов жара. А сегодня какая погода? Приветствую. Рамат. История взаимоотношений таджикского и узбекского народов богата традициями добрососедства, дружбы, взаимоподдержки и взаимовыручки. Мы помним, что в самые тяжелые для нашей страны времена узбекский народ всегда протягивал нам руку помощи. Дорогие друзья, у истоков добрых традиций гуманизма в таджикско-узбекских отношениях стояли наши знаменитые предки, как Маулана Абдурахман Иджами и Мир Алишер Навой. Поэтому нашей задачей на современном этапе является продолжением миссии, начатой нашими великими предками. Во все времена обладатели знаний и высоких нравственных принципов, коими являются представители интеллигенции, играли ключевую роль в развитии государств, формировании и воспитании общества в духе мира и согласия,
обеспечение атмосферы дружбы и добрососедских отношений между народами. Наш великий поэт Абулкасим Фирдавси в своей незабвенной поэме «Шахнаме», рассуждая о значимости знаний, сказал следующее. «Тавано бувад, ҳарки доно бувад, ба дониш дили пир барно бувад». Тот мощи достигнет, кто знания достиг, от знания душой молодеет мудрец. Эти слова великого поэта и мыслителя подвигают нас направлять все силы и средства на укрепление интеллектуального потенциала общества как базовой основы формирования сильного государства и качественного улучшения благосостояния населения. Нас искренне радует наращивание в последние годы научных и культурных контактов между нашими странами. Убежден, что и последующие годы будут продолжен курс по проведению совместных научных, культурных и литературных мероприятий. Правительства двух стран приложат усилия для создания необходимых условий. Уважаемые друзья, дружба таджиков и узбеков – неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения для наших народов. Наша дружба – это ключ к решению всех неразрешимых проблем и задач. А кто задает вопрос? Кто мог поверить, что за короткое время, в 2018 году, разрешаются все накопившиеся проблемы за такой короткий срок после прихода к власти нашего соседа Шавкат Мирамоновича? Кто мог? Были предложения, некоторые страны хотели быть посредниками, хотели быть миротворцами. Даже и международные организации полезли, чтобы разрешить эти вопросы между двумя братскими народами. А главный архитектор, инициатор, вот, пожалуйста, сидит перед вами. اما مردم تاجیکستان گشته و برگشته هزارها مراتبه یک جهان به شوکت میرامانش رحمت و میناداری بیان کرده مونده. Мы обязаны беречь дружбу наших народов как зеницу ока. В благородном деле ее сохранения и дальнейшего укрепления мы большие надежды возлагаем на активную часть всех сегментов общества наших стран, включая интеллигенцию. В завершение позвольте вновь поприветствовать вас, дорогой Шавкат Мирамонович, и всех наших узбекских братьев с Агдийской области. پاینده بود دوستی خلقای تاجیکستان و ازبکستان. بگذار صلح و ثبات در خاندان ما همیشه استوار باشد. بگذار بخت سعادت همیشه نصیب ما باشد. ضمن سخنرانی خود پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیوف از پذیرایی گرم و صمیمی دوستانه و برادرانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مردم تاجیک اظهار خوشحالی و سپاس و قدردانی کردند. رحمت katta rahmat. Assalomu alaykum aziz do'stlar,
muhtaram Imomali Sharipovich, do'stoni aziz, az nomi mardumi O'zbekiston با شما شهروندان عزیزان تاجیکستان از صدق دل ما سلام و گرم و شجاع. Rahmat. Avvalambor siz azizlar bilan Go'zal So'g'd viloyati jamoatchiligi vakillari va faollari, nuroniy oqsoqollar, hurmatli ziyolilar, aziz yoshlar bilan qadimiy va navqiron Xo'jan shahrida diydor ko'rishib turganimdan cheksiz baxtiyorman. Muhtaram Imomali Sharipovich aytganlaridek, bu tarix bu kunlar. Bu tarix kunlariga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Rahmat. Barchangizga o'zimning eng yuksak hurmat va ehtiromimni, samimiy va ezgu tilaklarimni izhor etishga ijozat bergaysizlar. Hozirgina Tojikiston xalqini ulug' peshvozi, qadrli birodarim Imomali Sharipovich ta'kidlaganlaridek, dini, urf-odat va qadriyatlar mushtarak bo'lgan O'zbek va tojik xalqlari asrlar davomida yaqin qo'shni, do'st va hamkor bo'lib yashaganini hammamiz bilamiz. Agar tarixni gapirtirsak, tarix 1000 karra buni tasdiqlaydi. Bu haqiqat. Shubhasiz bu bebaho boylikning ko'z qarachig'imizday asrab avaylash va kelgusi avlodlarga bezavol yetkazib berish barchamizning, men o'ylayman, hozir muhtaram Imomali Sharipovich aytgan raqamlar biz kechagi tariximizga guvoh edik. Chegaralar yopiq edi. 3 million emas, bir yilda 300 ming emas, 3 ta odam ham o'tishi juda og'ir edi. Lekin mana shunday Xudoning marhamati bilan, ikkita buyuk rahbarni siyosiy irodasi bilan shu kunlarga kelganimiz iloyim rost bo'lsin, ko'z tegmasin. Hammalaring xabardorsizlar, so'nggi yillarda O'zbekiston va Tojikiston davlatlari o'rtasida qaror topgan mutlaqo yaxshi qo'shnichilik, abadiy do'stlik tufayli biz ulkan natijalarga erishmoqdamiz va bunga butun xalqimiz, ikki xalqi guvoh va har kuni qandaydir o'zlarini mamnuniyatini bildirib kelyapti. Albatta bunda yutuqlarda siz azizlarning, ikki mamlakatimizda jamoatchilik va ziyolilarining beqiyos hissasi borligini biz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. Zero insonlar, xalqlar, millatlar o'rtasidagi tinchlik va hamjihatlikning, do'stlik va hamkorlikning mustahkamlash dunyodagi eng ulug' va ezgu vazifadir. Mana shu eng ulug' va ezgu vazifani mana shu ziyolilar, mana shu hozirgi bugungi mana kechagi uchrashuvimizda ko'zlarida nur yonib turgan, bugungi uchrashuvimizda ko'zlarida juda katta ishonch nurlari yonib turgan mana shu birodar xalqni ko'rib juda mamnunman va albatta bu meni yuragimda, o'zbek xalqini yuragida bu qanday qiyinchiliklar bilan bu kunlarga kelganimiz va bu kunlarda avaylab asrashimiz va kecha ham bugun ham men ko'ryapmanki, mana muhtaram Imomali Sharipovich qilgan juda katta sa'y harakatlari, bilasizmi, men Imomali Sharipovich nimasiga qoyil qolaman?
matonatli inson. Va kamdan kam odamlarda bo'lgan fazilat, matonat bilan sabr toqat, yuksak madaniyat bor. Rahmat. Уважаемые участники встречи, еще раз позвольте поблагодарить за теплый, радушный прием, оказанный делегацией Узбекистана на земле древнего цветущего Согда и в историческом городе Ходжанте. Ваш прекрасный город, имеющий 2500-летнюю историю, на протяжении многих веков являлся важнейшим центром на Великом Шелковом пути и играл большую роль в культурной жизни региона. Это факт, исторические факты, мы об этом все знаем. Это большое достижение. История хранит память о подвигах великих полководцев, прославленном сыне Ходжанта Тимуре Малике и Хорезм-Шахе Джалалуддине Мангуберди, которые плечом к плечу противостояли завоевателям. Благословенная земля Великого Согда подарила миру немало выдающих личностей, высоко почитаемых в Узбекистане. Это математик и астроном Абу Махмуд Ходжанди, Соловей Ходжанта, поэт Камал Ходжанди, религиозный деятель шейх Муслихеддин, ученый-просветитель Саддык Ходжанди, Ташхаджа Асри Хаджа Юсуф и знаменитый музыкант Садархан Хафиз. Уважаемые друзья, символично, что наша встреча проходит в величественном дворце Касри Арбоб, где, конечно, история никогда этих дней не забудет. Конечно, сейчас мой дорогой брат и друг имам Али Шарифович об этом еще раз остановился, повторил. Конечно, история записана, никто не стерет. Тогда как в этом величественном дворце в 1992 году очень драматичный и судьбоносный для Таджикистана момент уважаемый имам Али Шарифович Рахмон вступил в должность главы государства. Вы знаете, я долго изучаю историю вообще Центральной Азии, стараюсь много узнать. Но, дорогие мои друзья, представьте, если в этот день этого не произошло, что бы было в регионе и в Таджикистане, если бы в этот день народ трудолюбивый, гордый народ Таджикистана не выбрал бы правильный выбор. Что было бы сегодня? Представить страшно. Илоим анашу хакикат тамал ташканы ва хакикат адалат амалга ашканы рост bo'lgani чин bo'lsin. Рахмат. Сегодня все мы являемся, и мы видим, все мы являемся свидетелями впечатляющих результатов глубоко продуманной политики президента Таджикистана, обеспечивающей в стране мир и межнациональное согласие, неуклонный рост благосостояния населения, укрепление международного авторитета страны. Последние годы, благодаря общей политической воле и стремлению двух народов, узы нашей дружбы и братства стали еще более крепкими. Нам особенно приятно вновь ощутить искреннюю атмосферу гостеприимства, радушный прием. Я еще раз хочу выразить благодарность моему брату, другу моему, потому что мы очень много пришли, очень много страдали, но пришли к единому правильному решению. Конечно, имам Али Шариф сказал, что этому является президент Узбекистана. Нет, этому многого сделал и президент Республики Таджикистан, имам Али Шариф тоже. Рахмат. Мы все хорошо знаем, что многонациональный Ходжант является образцом, зеркалом дружбы, ярким примером
толерантности и братства таджикского и узбекского народа. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить дорогого имама Али Шарифовича, моего брата и друга, за его огромный личный вклад в укрепление дружеских отношений между нашими народами, создание необходимых условий для развития узбекской национальной культуры и искусства в Таджикистане. Заслуживает особого внимания. Сегодня в Ходжанте активно работает общественный узбекский центр духовности и просветительства, научная школа подготовки специалистов по узбекской филологии при местном университете. В Узбекистане хорошо знают таких ярких представителей интеллигенции Согдийской области, как общественный деятель Ильхам Юсупов, Азат Милиева, народного артиста Таджикистана Джурабека Набиева, писатель Урумбай Усман, журналисты Фархат Джураев, Салиха Алимова, ученый филолог Мунавар Айматова, Фируза Каюмова и Хакимджана Зуннунова. Мы в Узбекистане также придаем важное значение созданию благоприятных условий для сохранения и развития таджикской культуры. У нас проживает свыше 1 миллиона 600 тысяч таджиков, наших сограждан, вносящих достойный вклад в развитие Узбекистана. Это талантливые ученые, это предприниматели, учителя и врачи, деятели культуры и искусства, руководители разных уровней. Например, на этой встрече присутствует Абдукадыр Ташкулов, молодой ученый, министр. Он молодой учитель, но он сегодня, вы знаете, я с первого дня вступления на эту должность обращаю вообще очень большое внимание целому образованию. А вы представляете, молодому ученому мы доверили пост министра высшего и среднего специального образования Узбекистана. Важный вклад в укрепление межнационального согласия вносит 15 таджикских национальных культурных центров. На таджикском языке издаются газеты и журналы, выпускаются телерадиопередачи. В Узбекистане действует 255 школ с таджикским языком обучения, факультеты и отделения ряда вузов республики. Я скажу откровенно, что в текущем году на прием эти направления увеличился вдвое. Это о многом говорит. Только за последние годы более 130 наших граждан таджикской национальности были удостоены высоких государственных наград Узбекистана. Как вы знаете, в преддверии нашего визита в Таджикистане с успехом прошли дни узбекского кино. Думаю, настало время возродить лучшие традиции сотрудничества деятелей кино двух стран. Я вчера сказал моему брату, что я лично мечтаю. Я хочу эту мечту вам тоже сказать. Увидеть на наших экранах художественный фильм, посвященный дружбе между нашими народами, в частности, дружбу между Абдурахманом Джами и Алишером Наваи. Конечно, я уже вчера имаму Али Шарифу сказал, что мы вместе сделаем все, как бы тяжело не было, что бы это ни стоило нам, но этот фильм надо сделать. Надо, чтобы история и подрастающая молодежь знала, какие у нас глубокие, древние, исторические, на самом деле дружественные корни. Никто после этого фильма, конечно, мы будем продолжать, но этот фильм нам надо сделать. Настало время это сделать. Я думаю, что вы нас поддержите. Рахмат. Наша общая история знает вдохновляющие примеры истинной дружбы не только этих великих творческих личностей, но и Садриддина Айни и Абдуллы Кадыри, Мирза Турсунзада и Гафура Гуляма, Мумина Канаата и Эркина Вахидова, Лаика Шерали и Абдуллы Арипова. Отрадно, что их славная традиция успешно продолжается. Сегодня в наших странах уделяется большое внимание изучению и взаимообогащению литературы и искусства двух народов общего культурного наследия. Так, выпускник Таджикского государственного университета Алимджан Давлетов, наш соотечественник, таджик по национальности,
недавно издал фундаментальный научный труд, посвященный Алишеру Наваи. Хочу привести еще один пример. Талантливый журналист из Таджикистана Аваз Юлдашев за активное участие в освещении и развитии узбекско-таджикских отношений был удостоен престижной национальной премии Узбекистана «Алтын Халам» «Золотое перо». Хочу выразить особую признательность известным таджикским литераторам и исследователям, таким как Аламхан Кучаров, Мирзамулла Ахмад, Абдуджапор Рахманзаде, ныне посол Таджикистана в Узбекистане. Мухаммад Юсуф Имамзада, Муртаза Зайнеддинов, Азам Худайдадов, Абдушкур Абдусаттаров, Мухруддин Низамов, Сараджиддин Имамали за их достойный вклад в укрепление нашей дружбы. Дорогие друзья, как вы знаете, вчера мы с дорогим моим братом, другом Имамали Шариповичем, вы знаете, вот я долго думал после нашей вчерашней встречи, был тяжелый день, загруженный день, но он исторический день. Вот если вам я правду скажу, были очень много, все равно жизнь сегодня, она, видите, как продолжается, нет никаких, знаете, анализов, везде надо быть очень бдительными. И мы, два руководителя, разговаривая о многом конструктивно, доверительно, откровенно, поставили все точки над «и». Как мы должны? Мы должны... Для чего руководители стран нужны? Сегодняшнее непростое время. Мы должны на 5 лет вперед думать. Что будет? Как надо обеспечить безопасность? Что будет с Афганистаном? И так далее. Много вопросов. Но этот тяжелый день, он очень успешный день. И я думаю, что мы открыли совершенно новую историю. Вот вы вчера были свидетелями, что вчера мы по видеоконференции открыли новые больницы в Хатлонской области и школы Самаркандской области, возведенные узбекскими и таджикскими строителями. Это еще раз стало ярким символом нашей дружбы. По итогам состоявшихся вчера переговоров с президентом Таджикистана были достигнуты важные договоренности и подписан очень солидный пакет документов. Раньше мы на это не то что не шли, у нас не было возможности. Сегодня появилось доверие во всех отношениях. Сегодня искреннее доверие предпринимательства. В целом, вот все, что мы достигли за эти последние годы совместно с моим братом, другом, мы должны ценить и дорожить. А мы вчера очень, так я бы сказал, конструктивном диалоге и на расширенном заседании обо всем договорились. Договорились критически отнестись к своим руководителям, нашим руководителям, коллегам и губернаторам, и министрам, и всем, кто этим занимается, что надо уже от разговора перейти к делу. Чтобы народы двух стран ощущали, что мы едины, что вместе и есть реальные результаты. Сегодня с полной уверенностью можно заявить, что узбекско-таджикские отношения вышли на качественный новый этап развития. Дорогие друзья, все мы являемся свидетелем того, как стремительно меняется, как я уже сказал, современный мир. Возникают все новые и новые вызовы и угрозы безопасности, в том числе и в нашем регионе. Учитывая это, мы должны особенно дорожить и приумножать наше великое достояние мир, стабильность, дружбу и сотрудничество, воспитывать особенно у нашей молодежи уважение к национальным и общечеловеческим ценностям. Только объединив, другой альтернативы нет. Мы вместе наши усилия, мы сможем достичь общих целей, обеспечить нашим народам мир, благополучие и процветание. Наши народы ждут от нас, сегодня ждут. Уважаемые представители творческой и научной интеллигенции, что вы своими глубокими знаниями и богатым жизненным опытом, присущей вам энергией, энтузиазмом, внесете достойный вклад в укрепление узбекско-таджикской дружбы. И я уверен, что такая высокая и благородная миссия вам по плечу. Рахмат. Уважаемые участники встречи, о дружбе и братстве наших народов я мог бы говорить бесконечно. Мы уже много и вчера говорили
Я уже сказал о вчерашнем нашем вечере дружбы, когда пели наши, заслуженные народные артисты. Мы с Имамом Али Шариповичем даже не знали, кто поет. Это было песни дружбы, это было крик души, который мы вместе. И это, знаете, останется навсегда. Это стало доброй традицией. Конечно, можно много говорить, но по-настоящему воспевать эти наши бесценные богатства. В этой связи хочу привести строки известного узбекского поэта Ульмаса Джамала. Все мы хорошо знаем, что он жил и творил в Душанбе, был достойным сыном и Таджикистана, и Узбекистана. Это уже, понимаете, история говорит. Если Садриддин, о великом Садриддине Айни говорит, он был достойным сыном и Узбекистана, и Таджикистана. Точно так же Ульмас Джамал являлся достойным сыном и Таджикистана, и Узбекистана. O'zbekiston o'g'lidurman, tojigim gufto pisar. Rost go'yam har qadomi, sevgilimdir jon qadar. Ona deb aytsam birovin, ul biri menga padar. Hamchudu chashmu siyoh ham, ikki xalq ham mo'tabar. Рахмат. Думаю, всем понятны и близки эти строки, так как в них заключена мудрость наших великих народов. Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья, мира и счастья, новых творческих успехов. Katta rahmat sizlarga. Rahmati kalon, do'stoni aziz. پس از سخنرانی سران دولت‌ها پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов مطلوبه میرزا یونس و ساکن ناحیه دیوشتیچ نوروزه ممیر و برآمد کرده برای فراهم آوردن شرایط و امکانات در سمت رفت و آمد آزادانه شهروندان هر دو مملکت، رشد سیاحت و تجارت و دیگر تدبیرهای ضروری که باعث به همایی خلق‌های تاجیک و ازبک گردید، با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف اظهار سپاس عمیق نمودند. السلام علیکم پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان. السلام علیکم مهمان عالی قدر کشور ما پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرامونویچ. من دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов مطلوبه میرزا یونس هستم. واقعا جای افتخار است که ملاقات امروزه در شاه قصر نازنین ارباب در عرفه جشن 30 سالگی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد و مطمئن هستیم که این ملاقات مهر درخشان بر پیماننامه‌های صلح و دوستی، برادری، همکاری، پیوندهای معنوی دو ملت دلپیوند خواهد گذاشت. قصر تاریخی ارباب برای اهل تاجیکستان از آن سبب عزیز و معتبر است که جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور مملکت ما را به عرصه سیاست آورد. پیشوای ملت از نخستین روزهای زمامداری کشور برای اهل وطن یک راه منور، یک راه درخشانی را القا نمودند. راه دوستی و همکاری، راه همگرایی و وصل و وحدت ملت ها و اینک 30 سال است که همین راه را افروزگاری میکنند. تاجیکستان همیشه میخواست و میخواهد دست به دست همسایگان به آینده رود. در این میانه ازبکستان برای ما همسایه عادی نیست. ازبکستان هم همسایه است، هم دوست، هم خویش و هم پیوند. برای همین در نزد ما مقام و مرتبه و منزلت مخصوص دارد. به شرافت خدمت‌های ماندگار شما سروران محبوب دو کشور، تمام مانعه‌هایی که بین خلق‌های ما وجود داشتند برطرف گردیدند. دروازه‌های بسته دیگر باره برای هم باز شدند. ساز و نوای دوستی
فضای هر دو کشور را فتح نمود. خویشان و پیوندان به استقبال یکدیگر شتافتند. فرهنگ‌ها و تمدن‌ها دیگرباره مکالمه آغاز نمودند. اهل علم و هنر، اهل صنعت، معارف یکدیگر را شادباد گفتند. و این نکته هم مهم است که در دوام همین 2-3 سال اخیر رابطه‌های اقتصادی دو کشور آنچنان به سرعت پیش رفتند که مثلش را ندیده ایم. همین گونه همکاری ها را در ساحه معارف، در ساحه علم هم می‌بینیم. در ولایت سوخت مثلا زیاد از 5000 نفر دانشجویان از منطقه های گوناگون ازبکستان تحصیل می‌کنند. همچنین در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باوجان غفورов فاکولتت فیلولوژی ازبک فعالیت دارد. این همکاری ها تا رفت رواج می‌گیرند و این همه به شرافت استقلال کشور، این همه به شرافت خدمت‌های بی‌دریغ شما سروران بزرگ دو ملت هستند. ما به این دستاوردها افتخار داریم و به خدمت‌های شما ارج می‌گذاریم و از نام شاعر گفتنی هستیم که خوشا همسایه‌ای که خویش جان است، چنین خویشی زیبالا ارمغان است. اگر تاجیک سخن گوید به ازبک، محبت در میانه ترجمان است. زی امام علی رحمان ملت که شوکت میرزیا را همقران است. بگذار محبت ترجمان زبان دلهای ما باشد. بگذار دوستی و صداقت آفتاب آینده افروز ملت‌های ما باشد. تشکر برای توجهتان. Tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti janobi oliylari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janobi oliylari, sizlarni ko'hna va navqiron sug'd zaminiga xush kelibsiz deyman. Men Navro'za Mamerova Devashtich nohiyasida dunyoga kelganman. 2018-yilning 1-martida sizlar tomoningizdan tojik va o'zbek xalqiga ulkan sovg'a taqdim etildi va bu voqea tarixning zarrin sahifalaridan o'rin egalladi. Bu ham bo'lsa sizlarning olib borayotgan oqilona va odilona siyosatingiz u uzoqni ko'zlaguvchi tashabbusingiz samarasidir. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi barcha chegaralar ochilib, do'stlik rishtalari yanada mustahkam bog'landi. Tojik va o'zbek xalqlari bir-birlarini didoriga tashna edilar va ular sevinch ko'z yoshlari ila bir-birlariga quchoq ochishdi. Tojik va o'zbek xalqini hech kim, hech qachon bir-biridan ajrata olmaydi. Chunki biz ikki tilda so'zlashuvchi bir xalqmiz. Jomiy va Navoiy do'stligini bugun biz davom ettiramiz. Bugungi kunda biz yoshlarga sizlar tomoningizdan ham bilim olishimiz va ham davlat muassasalarida faoliyat yuritishimiz uchun qulay sharoitlar muhayyo qilingan. Masalan, o'zbekistonlik yoshlar do'stlarimiz Tojikistonga kelib tahsil olishmoqda, tojikistonlik yoshlar O'zbekistonga borib bilim olishmoqda. Bu kabi biz yoshlarga bo'lgan yuksak darajadagi ishonchingiz, beminnat qo'llab-quvvatlashingiz va cheksiz muhabbatingiz tufayli siz janobi oliylarining har ikkingizga Tojikiston va O'zbekiston yoshlari nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yuragimiz urib turar ekan, shu ikki millat farzandi sifatida yurtimiz ravnaqi uchun, xalqlar do'stligi uchun chin ko'nglimizdan astoydil xizmat qilamiz.
tojigim o'zbekka monand, o'zbegim tojik misol. Xalqi du bir e'tiboran, do'stligi keltirdi shon. To'yi bir odati birdir, az qadim ham ey rafiq. Hech xatoni garchi go'yam, qalbi payvandlik zamon. Allahoyi modaron yak, bir irur yor ham. Indu hamsoya ajab soz, o'rtada yo'qdir gumon. Peshvo Emomali Rahmon shuda mahbubi mo. Shavkati du xalq xonat, ehtiromi Mirziyo.